Активисты движения «Харах Пицунда» провели акцию памяти в день сожжения Госархива и Абхазского института истории, языка и литературы имени Гулия. Были уничтожены все архивные материалы и фонды, книги и газеты, издававшиеся в Абхазии, начиная со второй половины XIX века. В фондах древнего периода имелось около 17 тысяч единиц хранения. Материалы этих фондов отражали историю присоединения Абхазии к России, аграрный вопрос, борьбу крестьянства за землю, состояние сельского хозяйства, дело народного образования и здравоохранения, быт, нравы и обычаи населения Абхазии, результаты переписей. По первой еще российской переписи конца XIX века 80%, несмотря на то, что на махаджиство и на все это, а грузин было там 2%, что ли, процента. Уже, вы сами знаете, последней переписи их уже было 46%, а абхазов 17% всего. Уничтожить все свидетельства автохтонности абхазов было задачей грузинских гвардейцев. Поэтому атаке подверглись именно эти здания – Госархива Института абхазской истории, языка и литературы. Как рассказывает Роман Гвинджа, для сотрудников учреждений уничтожение архива было подобно смерти. Ну, там все собрались вокруг, шумели, как подожгли. Но некоторые неискренне, некоторые радовались, говорит, это. И вдруг пришел, говорит, наш выдающийся ученый Шалвин Севич Налыпа. Он просто ни к кому не подходил, ничего, просто снял головной убор, подошел, поклонился и ушел. Вот, то есть как... Вот знаете, такая, как на похоронах. Как рассказывает Арда Иналыпа, для ее отца, главного научного сотрудника института, сожжение архивов и рукописей действительно стало большой трагедией. Огонь уничтожил и исторические документы, и многочисленные труды современных ученых, сделанные на их основе. К нам домой неоднократно приходили гвардейцы, устраивали какие-то обыски, искали оружие. И он решил, что материалы лучше сохранятся в его кабинете в Абхазском институте. И принес очень много рукописей. За его жизнь очень много накопилось. И, конечно, когда он узнал, Леонид Алексеевич Шервашидзе, известный археолог, прибежал к моему отцу, сказал, АБНИ горит, институт горит. И они прибежали сюда, пытались что-то сделать, их не пустили, потому что гвардейцы окружили здание. Даже тогда Шинкао Николаю, сотруднику музея, прострелили ногу, потому что он все равно хотел попытаться что-то хотя бы спасти. На этом самом месте до 22 октября 1992 года располагалось небольшое двухэтажное здание, в котором располагался Институт Гулия и его архив. Для сотрудников ведомства это было не просто рабочее место. Здесь они собирались по любому поводу и хранили свои личные документы. Лили Хагба тогда с семьей жила в однокомнатной квартире, расположить в которой какие-либо бумаги было невозможно. И так делали все работники ведомств. Многие бы не были обустроены, не у всех было с жильем в порядке дела, и поэтому очень многие хранили из нас, и старшее поколение в первую очередь, хранили свои рукописи, книги, часть своих библиотек в этом здании. У нас была очень богатая библиотека, у нас был очень богатый архив. Представьте себе, нашему институту через 3 года будет 100 лет. Почему тогда выбрано было это место? Потому что здесь зарождались истоки абхазоведения, языка, литературы и истории. И представьте себе, все, что собиралось с тех лет, 80% всего того, что собиралось, в этот день полностью дотла было сожжено. По мнению Лили Хагба, необходимо восстановить институт имени Гулия на этом же самом месте. Потому что только так можно сделать его символом стойкости абхазского народа, который смог сохранить язык, культуру и идентичность, несмотря ни на какие перипетии истории. Если вдруг так получится, я очень надеюсь, что победит благоразумие, победит патриотизм. Конечно, мы понимаем трудности, которые стоят перед нашей Родиной. И сейчас, на сегодняшний день, у нас нет покоя настоящего, если сказать правду. Как бы трудно это ни было, мы очень-очень хотим, чтобы сказали, вот видите, мы хотели стереть с лица земли все, что связано с абхазами, но институт возродился, который этим занимался в первую очередь, возродился
они опять-таки на этом же месте, на сожженном месте, они возвели опять свой институт, они еще с большим интересом, и энтузиазмом работают, значит, этот народ непобедим, этот народ бессмертен. Я хочу, чтобы так сказали. Так во всем мире, чтобы так сказали. Большая часть архива была утрачена безвозвратно, но многое удалось и восстановить. Госархив смог получить оборудование и обучить специалистов, воспользовавшись помощью международных организаций, которые поддержали инициативу, предложенную в ходе женевских дискуссий. Еще в бытность Вячеслава Чирикова министром иностранных дел он поставил этот вопрос на женевских дискуссиях. Вот сожгли архив, да, помогите восстановить. И мы, да, и тогда даже я ездил в Женеву тоже, и я там сказал о том, что лучше всего привлечь специалистов из Чехии, поскольку в Чехии вообще самые лучшие реставраторы считаются в Европе. И вот они прислали в этом плане, привезли и аппаратуру. Как рассказывает Роман Гвинжа, грузинская сторона делится архивными материалами, но только теми, которые выгодны ей. Документы, которые в негативном свете представляют Грузию в начале 20 века, до сих пор недоступны, хотя и имеются в грузинских архивах, как говорит Роман Гвинжа. Но в основном вот такие материалы. То, что касается там многое дружбы с Грузией и так далее. А то, что к ним негативно про них, это, например, почему они не выдали 18-21 год, это понятно. Там сами вот это так называемую демократическую Грузию, которые их поддерживали, да, там англичане, те же немцы и так далее, они сами писали о том, как себя ведут здесь. Грузия это не демократическая, а оккупационная они себя ведут. То есть вот такие вещи там рассказывают. Рассказывает он и о курьезных случаях, где грузинская сторона прислала документы, которые демонстрируют отношения Российской империи и Абхазии. Но при этом там нашелся своеобразный компромат и на саму Грузию. Ну, они еще там прислали это, это известная парадная Красной Поляне после окончания Кавказской войны. Мол, они там это как бы прислали, вот, мол, там Россия против была, Абхазии и так далее, даже парад провели это. Потом в первом ряду идет Бемеретинский батальон, который воевал в составе как раз российской против горских народов Кавказа. И я им говорю, спасибо за этот материал. До пандемии Абхазский госархив плотно сотрудничал с западными архивами. Но последние события в мире оборвали контакты между историками и учеными. Именно поэтому, чтобы не стерлись из памяти факты преступления против истории, молодежь Абхазии задумала провести эту акцию. Сегодня право доступа к информации является одним из основополагающих прав человека, и, к сожалению, абхазский народ лишили такой возможности. Как известно, историки лишились огромных источников информации. Наверное, оценить весь тот объем информации, который был потерян во время этого пожара, будет невозможно. Но мы сегодня решили, что пусть и не такое большое и значительное мероприятие, но дать дань памяти этому дню. И, в принципе, рассказать и показать, что это был за день, так как в ходе подготовки мы узнали, что, к сожалению, не так много людей, в принципе, знали об этом дне и распространить, в принципе, эту информацию. На основе сегодняшней акции молодые люди создадут видеоролики, которые переведут на английский, турецкий, арабский языки и запустят в сеть, которая сама по себе отличный архив, ведь то, что однажды попадает в интернет, остается там навсегда. И сжечь историю о молодежи Абхазии, которая всеми силами пытается восстановить правду о грузино-абхазской войне 92-93 годов, уже никак не получится. Марьяна Котова, Абаза ТВ.